друзья. Почему вечер? Ну, эту программу мне хотелось бы, чтобы вы смотрели именно вечером. Немножко она в другом формате. Мы поменяли немножко место, потому что хотелось посидеть нам за стоечкой с Александром Васильевичем. Прошу любить и жаловать. Дольников Александр Васильевич. Он хотел сказать в гостях, но даже не в гостях и не проездом. Дома. Дома. Ну, немножко о себе, Александр Васильевич, чтобы наши могилевчане и жители Могилевской области могли понять, кто вы и откуда. А потом мы сам секрет выдадим, что вы здесь делаете. Хорошо. Ну, во-первых, мой отец родился в Могилевской области, Костюковский район. Тут похоронены все мои деды и прадеды, и фамилия Дольников пошла отсюда. И сам я работал в Могилеве еще молодым человеком, в театре давно уже, правда. Так что в театре в Могилевском? В Могилевском театре, да. Это в каком году? 86-й, где-то 8, ну, когда перестройка была. Ну, 30 лет назад. Где-то тогда. Я совсем молодым еще. А был. Работали в качестве кого? Главный режиссер этого театра. Да ладно. Ну, вот назначили, ну, приехал. Кстати, привез сюда замечательного артиста Григория Яковлевича Белоцерковского. И при мне пришел в театр. Значит, Ганс, вы были Василий до этого Николаевич. были в Бресте, потому что Белоцерковский появился здесь из Бреста. Мы вместе приехали. Понятно, вот чья заслуга, что Белоцерковский стал. И Галец, Василий Галец тоже пришел из Тбилиси при мне. Откуда? Он работал в Тбилисском ТЮЗе. Он пришел, вообще... Но если Брест еще рядом, то Тбилиси такой расстояние не славен. Вообще интересная ситуация. Значит, я ехал в Минске поступать на журфак, хотел быть журналистом. И на остановке на троллейбусе встречаю одноклассника Женю Шерешевского. Он говорит: поехали ко мне в институт театральный, посмотришь на дипломный спектакль. Я приехал, и там Вася Галец играл Бальзаминова, прыгал там, значит. Мне так понравился этот спектакль, что я решил поспать на режиссуру и так и поступил. Так что Василий Николаевич Галец практически имеет отношение, почему я тут сижу, с тобой разговариваю. Вот как бывают крутые повороты в жизни. Вот жизнь так устроена. И никогда ни разу не пожалели о том, что... Значит так, бывает, жизнь человеческая, она устроена очень странно. Никто не знает, что тебя ждет завтра. Но еще до института я работал художником-оформителем в банно-прачечном объединении «Чайка» и агитировал народ мыться в бане. Вот. И поэтому у меня художником-оформителем в банно-прачечном? Да. И что же вы оформляли там? Рекламу писал, чтобы агитировал людей ходить в баню. Вот. Потом еще работал на заводе Орджоникидзе, который выпускал в Минске, который выпускал электронно-вычислительные машины Минск-32. Это первый компьютер в СССР, кстати. Вот тоже работал художником-оформителем. Ну вот поступил на режиссуру. Вот. Ну, тяжелая неказиста жизнь народного артиста. Вот режиссера тем более должна быть, по мне кажется, она тернистее, потому что режиссер — это же такой повелитель человеческих душ. Он же должен понимать, переживать, жить за каждого героя на сцене, правильно? Да. Ты знаешь, вообще эта профессия, она очень такая необычная, странная профессия, режиссер. Больше странная, чем необычная. И странная, и необычная, и вообще сложная, потому что она объединяет в себе много разных профессий. Это бесспорно. Вот, например, вот я очень люблю рок-музыку, джаз, симфоническую музыку, народное искусство. Мне нравится архитектура, литература и много-много-много чего в мире. И все это необходимо для профессии режиссера. Ну, бесспорно. Понимаешь? А еще мне нравится, допустим, вот общаться с людьми, с разными, вот, непонятными. Тоже это очень любопытно для профессии. Многое вы для себя берете от знакомств с людьми? Именно в профессию? Почти все, потому что театр, мне так кажется, это зеркало, в котором отражается жизнь, но из которого удалено все скучное.
Поэтому вот даже мы сейчас с тобой разговариваем, а я это что-то возьму для спектакля для будущего. Ну, я, конечно, сомневаюсь, но вам виднее, вы режиссер. Александр Васильевич, первое ваше впечатление о Могилеве, помните его? Помню. Хотя 30 лет прошло. Помню. Чем дальше от Москвы, тем люди лучше. Но при этом вы все-таки остаетесь жить в Москве. Да, но там финансовые потоки, там больше возможностей. И потом, вот представьте себе, вот сижу я вечером в Могилеве, и мне хочется пойти в Третьяковскую галерею, либо там на какой-то симфонический концерт. Каждый день вы не ходите в Третьяковскую галерею, Нет, правда? раз в год точно хожу. Ну, хорошо. Ну, раз в год можно и, будучи в Москве, сходить. Вот слушай, вот я фанатик Битлз, допустим, люблю музыку Битлз. Приезжает в Москву Пол Маккартни в Олимпийском концерт где-то. Я покупаю билет за $100, дорогой билет. И, значит, выхожу и сижу, раскрыв рот, слушаю. Сейчас выйдет мой кумир юности, Пол Маккартни, Битл. Он выходит и говорит: «Привет, чуваки!» Знаешь, я балдею. И там народ весь, там десятки тысяч людей балдеют. Я слушаю живого Маккартни, живую музыку, знаешь, все хиты Битлз. Вот, к сожалению, в Могилеве, не только в Могилеве, в других городах, не всегда это возможно. В Могилеве не могут люди себе позволить за $100 ходить на концерты любимых исполнителей. Это раз. Зарплата маленькие. Зарплата, когда у человека зарплата $100, какие могут быть Пол Маккартни? Это раз. Да. А во-вторых, Пол Маккартни выходили на... Сколько там зрителей? Ну, там 1030, наверное. 1030. Ну, здесь не собирает никто 1030. Ну, там зал огромный, олимпийский. Все понятно, поэтому оптовикам скидка, а на самом деле билет там стоит не $100. Так вот, впечатление, вы сказали только, чем дальше от Москвы, тем лучше люди. Это первое впечатление о Могилеве? Не только о Белоруссии в том числе, потому что я сам белорус, и родители мои белорусы, я очень люблю белорусов. Они отличаются от других народов тем, что они более как бы сдержанные, более доброжелательные, более гостеприимны, что ли, потому что, видимо, сама история многовековая, войны все проходили через Белоруссию между Европой и Россией, да, и, видимо, это на генотип белоруса как-то влияет, понимаешь? То есть они Вопрос другие. как? Ну, я думаю, в лучшую сторону. А я думаю, что разбавлен белорус. В России... Всяческой кровью. Нету белоруса как такового. Ну, смотри, в России... Пытаются его сейчас восстановить. Вот в России, допустим, народ, он такой более разгульный, что вот там, почему-то Пугачев родился именно в России, наверное, в Беларуси он бы не родился. Там народ такой, знаете, ну, как бы более разгульный, что ли. А в Беларуси какие-то спокойные люди. Спокойные, да. Такие вот, как вроде как ты вот спокойно разговариваешь. До ужаса спокойные. Да не хочу, да. Претерпелись. Такие спокойные, что... До поры до времени. До поры до времени. Ну, учитывая, что вот сейчас сказали, что вы белорус. А сколько же вы, белорус, поставили спектаклей на белорусской мове? Ну, последний спектакль я в Витебске поставил, правда, не белорусскую пьесу, а Амелина Томп. Это она француженка, бельгийка, живет в Париже, с очень хорошими артистами Жорой Лойко и Светланой Жуковской. Называется спектакль «Я вольный». Вот он сейчас с успехом идет в Витебске на белорусском мове. И более того, я там раньше работал, ставил спектакли в Витебске на белорусском мове. Для меня это родная мова. Угу. Ну, то есть я вас не подловил на этом? Нет, не получится. А сами насколько владеете мовой? Ну, дело в том, что практика в Москве не с кем говорить на белорусском языке, поэтому так вот приезжаешь. Я, кстати, в Могилеве только белорусское радио слушаю, мову, родную мову, хочется, чтобы она на слуху была. А так разговариваю на русском языке. Ну, так получается. Дело в том, уважаемые зрители, что Александр Васильевич сейчас находится вот последний день в Могилеве проездом, скажем так, завтра уезжает, но причина здесь очень такая глобальная, существенная. Сейчас идет премьера спектакля «Сказки Старого Арбата». Да. Режиссером-постановщиком, которым является Дольников Александр. И художником. Да, еще и художником. О чем спектакль?
Во-первых, можно поподробнее? Очень даже хочется, это же для зрителей, для того, чтобы они могли понять, что надо прийти на спектакль, потому что в последнее время наш Могилевский театр грешит такими постановками, с которых люди уходят, не стесняясь. Если раньше считалось дурным тоном встать во время спектакля и уйти, лучше дождаться антракта, чтобы никто не видел, потихонечку уйти, то сейчас уже никто не стесняется, могут встать во время спектакля и уйти. То есть до этого дошло. Поэтому многие просто соскучились по доброму, теплому, уютному спектаклю, скажем так. Поэтому именно подробнее, если можно. Ну вот, если подробнее. Вот, во-первых, почему возникла эта пьеса? Мне кажется, что наша жизнь вот, сегодняшняя, она перенасыщена негативом. Поиски работы, зарплаты маленькие, гражданская война на Украине, в Закавказье. Простите, какая война? Гражданская. Это вы как житель России, как москвич говорите, что там гражданская война? Нет, я же широко смотрю на мир. Да. Ну, может быть, пошире возьмем, чем гражданская война? Переселение народа... Ладно, мы на эту тему попозже поговорим. Хорошо, что вы затронули. Переселение народа из Африки, Азии, Европы. Много проблем очень серьезных происходит сегодня в мире. Да бог с ней, с Азией, там, с Европой. Мы остановимся потом на Украине. Вы первый, кто из моих знакомых, кто назвал там войну, агрессию, оккупацию Крыма и Донбасса. У меня поговорим. Замечательно. У меня по-другому. Значит, я думаю, что сегодня наша жизнь, она перенасыщена негативными разными явлениями. И в театре в том числе. И мне хочется какого-то света. Вот хотелось теплых человеческих отношений, здорового юмора, который есть у Арбузова. И вот этот спектакль «Сказки Старого Арбата», он почему сказки? Потому что того Арбата, о котором писал Арбузов, давно уже нет. Нет тех людей. Но что осталось? Осталась эта сказка о том, как в мастерской художника, скульптора, кукольника ожила фея, превратилась в девушку Виктошу, в нее сразу все влюбились. Потом она неожиданно исчезла. Но все люди, которые с ней общались, они изменились, жизнь их изменилась. Они стали лучше, они стали человечнее, они стали мудрее. Вот мне кажется, что сегодня не хватает в театре спектакля вот такого направления. А в жизни феи? А в жизни не хватает иногда и феи. Ну, знаешь, почему фея? Фея – это любовь. Когда любишь женщину, влюбляешься в женщину, мне кажется, она с тобой что-то начинает происходить внутри у человека, у мужчины. Вот, и она становится феей для тебя. Вот тут вот такой случай. Причем вопрос не только, так сказать, любви. Тут есть вопросы между конфликт между дети, отцы и дети. Вообще разница в возрасте. Может ли, допустим, пожилой человек влюбиться в молодую девушку? И что лучше, любить? Нет, пожилой человек скорее может влюбиться в молодую девушку, чем молодая девушка в пожилого человека. Ну, так все возможно. Люби все возрасты покорно. И вообще, это вопрос очень сложный. Так влюбляется там пожилой человек в молодую девушку? По уши. Абсолютно влюбился, но понял. Но он понимает прекрасно, что он понимает одну вещь, что нельзя свое личное счастье строить за счет несчастья другого человека. Он отказывается от этой девушки, потому что его сын влюблен в нее. А девушка сама по-своему решает. Она вообще уходит от них, от всех. Первым делом самолеты, а девушки потом. Но хэппи-энд присутствует ведь? Ну, не хэппи-энд. Я бы сказал, что просто сказка, она... То, что вот в самом начале говорил, что, понимаешь, нам нужен свет какой-то. Свет людям нужен. Не нужно долбить, что плохо, плохо, плохо. Иногда и хорошее есть в этой жизни. Спектакль, он не хэппи-энд, но свет такой
грусть его светлая героя. Ну, в любом случае, не разочарование, но Нет, все равно нет, позитивный да, такой, да. хорошие эмоции такие Да, остаются. Да. С хорошим юмором, это комедия все-таки. А расскажите немножко об актерах, которые приняли в вашем спектакле участие. И как вы подбор делали? Ну, во-первых, народный артист Беларуси Григорий Яковлевич Белоцерковский. Это потому, что это ваш один из любимых актеров. Ну, я смотрю, из спектакля в спектакль переходит. Всю жизнь мы с ним вместе работаем. Приехал он со мной из Бреста, и вообще мы с Гришей такие творческий союз у нас всю жизнь продолжается. А можно отнести это к тенденцию к любимым актерам режиссера? Можно. То есть Григорий Яковлевич у вас любимый актер? Ну, конечно, любимый. Просто, ну, так сложилось. Значит, Василий Николаевич Галец играет тоже главную роль. Считаю, тоже не в первом спектакле. Великолепный артист. Да. Сан Саныч Палкин. Он, правда, по здоровью немножко отошел, как бы, но, может быть, еще вернется в этот спектакль. Но он был на одной роли с Гальцем, да? Да. Ага. Но самое интересное, что мне очень удивили и обрадовали молодые артисты Могилевского театра. Это молодежь, которая вот... Молодые или молодые молодежь? И молодые, и молодая молодежь. Потому что вы понимаете, о чем речь идет, да? Есть актеры, которые 5-7 лет и все равно считаются молодые, 10 лет еще, а есть, которые 2-3 года. Нет, вот это молодежь. Я думаю, что в Могилевском театре подрастает поколение молодых артистов, которые в свое время займут ведущие позиции в театре. И я как-то на грани 16-17 года убедился, что есть смена, понимаете, ведь есть пожилые артисты, мэтры, как Белоцерковский, Галец, а есть, которые вот идут им навстречу, под ними как бы идут. Вот, может быть, назовем их фамилии? Пожалуйста. Кулешов Саша, он играет у меня роль Кузи, то есть отца, сына Белоцерковского. Дудкевич Дима, он играет Левушку, такого непризнанного гения. Ну, шикарная роль, я считаю. Тоже молодые девочки. Это, значит, Юлия, Ладик и Рудакова Маша. Они играют роль Виктоши. Абсолютно не похожи друг на друга, разные роли. Также я считаю, что надо отметить роль Петрович Владимир Алексеевич, который сыграл роль Болясникова. Это... В паре с Григорием Яковлевичем. Да. Ты знаешь, я думаю, что вот за последнее время, наверное, самая интересная такая роль у Петровича как у артиста. Он нам известен как режиссер, но как артист он просто очень хорошо работает в этом спектакле. Очень хорошо. Вот советую посмотреть тебе лично тоже. Ну, тут вопрос же все равно зритель решает. У вас свои, может быть, впечатления. Тут все равно я не говорю, что да или нет. Да, мне нужно посмотреть оба спектакля. Да. То есть, я так понимаю, что два состава. Обоих исполнителей. Да. Это раз. Во-вторых, можно ли делать симбиоз актеров, мешая составу? Или это уже совсем другие? Можно. Не развалится спектакль? Можно. Если в спектакле есть основа крепкая, структура, то и хорошие артисты, они ничего не испортят. Наоборот, они каждый по-своему дополняет спектакль. Допустим, Петрович и Белоцерковский разные личности, разные артисты. Однозначно. Они не портят спектакль, они дополняют его. Это очень интересно. Мне, как режиссеру, это было очень интересно. Я думаю, это будет интересно зрителям. Я к чему говорю, что, уважаемые зрители, я предлагаю сходить 2 раза на спектакль, когда будут играть 2 разных состава, потому что, по большому счету, это 2 разных спектакля. И где-то в одном или другом можно получить дополнительные эмоции. Плюс разные Виктоши, Ладик и Рудакова, разные девушки. Вот. Тоже интересно. И это, по-своему, интересно открывать. Допустим, если мы знаем, такие популярные фильмы,
берем даже советского времени, то, допустим, очень было бы интересно посмотреть, как играют другие не менее известные актеры. Потому что в свое время на роль там пробовались больше 100 человек на главную роль. И, ну, допустим, вот и «Ирония судьбы», и «12 стульев», и «Золотой теленок». Ну, там такая очередь на кастинг была, да? И как узнать, кто лучше бы сыграл? Вот в театр как раз предоставляет такую возможность. И можно 2 раза сходить и получить двойное удовольствие. Правильно? Да. И театрал считается тогда, когда он смотрит все версии спектакля. Еще в Могилеве есть шикарные артисты, на которых надо ходить и сравнивать, и смотреть. Ну, я к тому, что театралом может назвать себя только тот, кто знает весь репертуар, да, и видел не раз спектакль. Потому что даже один и тот же спектакль с одними и теми актерами второй раз никогда не идет. Точно, абсолютно. Вот. Поэтому нужно вот эти тонкости увидеть и понимать, да. И вот как только вы начнете понимать, что вот это, а он же сыграл в прошлый раз то по-другому, и тогда вы можете себя назвать театралом. Да. Театралов очень мало. В любом городе, где есть театр, это, наверное, самая тонкая прослойка интеллигенции — театралы. Потому что, ну, если взять, посмотреть в театр, наверное, сейчас... Зачем сейчас входит в театр? Вот мое мнение останется пока при мне. Как вы считаете? Ну, во-первых, театр это искусство, это область искусства. Есть искусство музыкальное, есть изобразительное. В широком смысле слова. Люди зачем ходят в театр сейчас? Наверное. Вот вы сказали, что сейчас столько много негатива отовсюду, везде и так далее. Проблемы то работу еще, то меняют, то... Ну, действительно, проблем увеличилось, но при этом люди не все же очерствели, не все уехали. Кто-то же остается, ведь мы знаем, что на сегодняшний день из Беларуси народ уезжает очень много. И как раз уезжает не самое худшее, а как раз интеллигенция и та прослойка, она тоже уезжает. Мозги утекают из страны, да? Но тем не менее, вот премьера вашего спектакля, сколько дней уже? 2? Полный зал, да. Аншлаг. Я думаю, и дальше будет то же самое. Я повторю, что театр, это область, это вид искусства. Это есть музыкальное искусство, есть там балетный театр, есть оперный театр, есть рок-музыка, есть джаз, а есть театральное искусство. Поэтому каждый находит в этом что-то свое для себя. Ну что ж, в театре тоже нужны разные спектакли. Иногда это нужно какие-то проблемы, там, философский спектакль, нужен спектакль для отдыха, комедия. Вот этот спектакль «Сказки Старого Арбата», он интересен тем, что в нем как бы в одном соединены и комедия, и мелодрама. То есть можно и посмеяться, и загрустить, поплакать даже может быть. Это тот жанр, который обожает зритель. И вообще эта пьеса мне очень нравится. Ну просто, знаешь, когда любишь то, что делаешь, это как-то передается. Александр Васильевич, как вы приходите, вот сколько времени вы работаете над той или иной пьесой, чтобы понять, что вот ее надо поставить, или я хочу ее поставить, и она будет успешной, и насколько процент срабатывает вашей уверенности по поводу успешности спектакля? Ведь не секрет, что одни спектакли живут 15-20 лет, другие живут там 3-4, 5 лет. Некоторые, может, даже и 3 года не живут. В чем секрет? Ну вот, например... Или в чем ошибки бывают? Вампилов. Вы сейчас хотите сказать про «Свидание предместья», которое до сих пор идет? Идет 9 лет уже, я удивился. И будет идти. Я думаю, чего это он идет так долго? Видимо, зритель что-то он нашел в этом спектакле. Зритель продлевает жизнь спектакля. Хотя уже там и состав поменялся. Да, там вводы много. Да. Так вот, я думаю, что Арбузов тоже будет долго идти. Почему? Потому что, вот загадка такая. Чем отличается хорошая краска от хорошей пьесы, знаете? Краска рано или поздно засыхает, а хорошая пьеса, она не засыхает. Вот Арбузов – это та пьеса, которая не засыхает, она живая. Ну тогда, извините, хочу с вами поспорить, а как же такой классик, как Чехов, засох? Почему засох? Я вот поставил «Антропос».
по рассказам Чехова, Чек в футляре, Унтер-Пришибеев. Так, и где этот спектакль? У Сан Саныча Палкина было 2 инфаркта, и он сошел, к сожалению. Вот, только поэтому. Ну, там же мог бы сыграть вместо Сан Саныча и Галиц. Так Галицев уже играл. Ну, заменить можно было. Ну, я же сейчас в Москве живу. Видимо, некому было. Но с другой стороны... Но в любом случае не приложили, руководство театра не приложило никаких усилий, чтобы сохранить этот спектакль. Но спектакль хорошо принимался публикой. И я сейчас надеюсь еще поставить один спектакль, не буду называть какой, по Чехову. Вообще Чехов настолько современный автор, даже просто я в этом убежден, что Чехов будет ставиться всегда, и после нас, и в 22 веке, если, дай бог, театр будет жив. Это вечный автор. Если бы наши драматурги писали как Чехов, я бы ставил только бы современных драматургов. Честное слово. Сколько постановок вы в год можете осилить? 1, 2? Или как практика, сколько вы ставите? Вот даже, ну, возьмем пример Могилевский театр. Вы за 9 лет это 3-я постановка, так? Ну, я не ошибаюсь? Была пауза такая, мог бы раньше ставить. Я имею в виду, вы в других параллельно ставите? Ну, ставлю спектакль. Или у вас Могилев один из любимых театров остался? Нет, ну... Дело в том, что у меня сейчас 2 профессии, как я говорил. Я реставрирую иконы и пишу иконы. Это первая моя профессия. Вторая профессия – театр. Ну, так случилось. Поэтому, когда есть возможность где-то вот окошко найти и поставить в театре спектакль, я с удовольствием это делаю. Надеюсь, что через год опять поставлю в Могилеве спектакль. Не буду говорить, какой именно, но уже есть договоренность. Создание, написание икон и реставрация икон можно сравнить с постановкой спектакля? Есть что-то в этом общего? Можно. Вот у Чехова есть такое выражение, что литература – это его жена, а медицина – его любовница. Он так выражал, так говорил. И для меня, допустим, это театр – это мой отец, а икона – это моя мать. Одно без другого невозможно. Поэтому так сложилось. Скажем так, я так понимаю, что иконопись в данной ситуации востребована больше, чем театр. То есть я так, насколько я понял, у вас вот вы иконами занимаетесь постоянно. Постоянно. А ставите спектакли, как вот получится, как пригласят? Ну, как время. Или бывает, как время бывает, да. Или просто бывает, что совпадает желание мое и желание театра. Тогда, пожалуйста, получается. Но, понимаете, я все время нахожусь в работе. У меня нет такого, что я сижу и смотрю в потолок. То есть вот этой боязни, что остаться без работы, такого нет? Ни разу не возникало у вас невостребованности? Слава, вот в нашей жизни, ты сам знаешь, что надо иметь хорошо 2, может быть, даже 3 профессии. Вот. Меня спасает икона, она меня спасла от безработицы, потому что это мое призвание. Театр тоже это мое призвание. Но так получилось, что занимаюсь вот такими разными видами искусства. Ну, так оно получилось. Ну, от рекламщика, от художника-оформителя банно-прачечного комбината к иконописи, это, конечно, это прогресс очень большой. Вот. Насколько, ну, будучи что в Москве, насколько Беларусь изменяется, видоизменяется, прогрессирует? В какую сторону? У вас есть какие-то отдельные впечатления о Беларуси? Есть. Во-первых, я сравниваю с Украиной. Вы же москвич, правильно? В Москве живу. Нет, вас можно назвать москвичом и гражданином России. Вы же гражданин России. Да, конечно. Хоть и Могилев выходец из Могилева. Так вот, я наблюдаю за Россией, Украиной и Белоруссией, что происходит между этими 3 странами, родными, в общем-то, народами. Мне, честно говоря, кровью сердце обливается, когда я смотрю на то, что происходит в Украине, когда украинцы убивают украинцев. Это не А почему у вас сердце кровью не обливается, когда россияне убивают россиян? Почему? И тоже кровью обливает сердце. Когда на Кавказе была война, но, слава богу, прекратилась. Так вот, когда украинцы захотели уйти в другом направлении и жить лучше, и делать, изменить вообще сущность государственного строения, почему
вредителей, почему эту воровскую семью Януковичев они изгнали. Почему Россия не отпустила страну? Слушай, Почему к себе спрятала... Вот сейчас ушел Янукович, пришел на смену Порошенко, да? Нет, я вам задал вопрос. Погоди. Да. Давай, я отвечаю. А что изменилось к лучшему в Украине? А когда вы были в Украине в последний раз? Чтобы сравнивать, надо быть. Зачем задавать вопросы? Вы же понимаете, что нужно ощущать. Надо быть там. Я знаю, что... Я знаю, говорят, когда в видят, Украине берут, гибнут люди. Да. Уже этого мало. В Украине гибнут люди. По чьей Своя причине? армия стреляет. По чьей причине? Это вопрос второй. Нет, это Сам главный факт. вопрос. Скажите, по чьей причине гибнут люди? В кого кто стреляет? Пусть они разбираются сами, почему они убивают друг друга. Это плохо. Видите, вы не владеете информацией, а говорите, что идет гражданская Ничего себе не война. владею информацией. Когда идет гражданская война, скажите? Когда украинцы убивают украинцев, разве это не гражданская война? Ты что? Украинцы убивают украинцев. Да. Это не гражданская война. А где там украинцы? С какой стороны? Со стороны Украины. А со стороны той стороны кто? С какой стороны? Ну, скажите, есть подтверждение, что это российские военные? Где? Вы что, Какие военные? Вы в каком мире живете? Это самое, российские танки, там какие-то самолеты летают. Солдаты. Это фуфло называется. Театральная и информационная ерунда. Где? Какая армия России? Слушай, вы с интернетом дружите вообще? Отчеты в интернете смотрите? сейчас написали статью, что бывшая жена Путина убеждает всех, что Путин убит, это его двойник, и его такой бред пишут в интернете. Хотите сказать, что Слушай, читай Википедию. Википедия российская. Вот как раз российскую любую. Нет. Нет, в этом не смысле путайте, мы с тобой на разных позициях. В интернете разница в том, что я был в Украине. Ну и видел, как творился Майдан. И был в Донецке? Я был в АТО. В вы где были? был? Зачем? В Москве сижу. В Москве. И что вы слушаете? Любимые ваши программы? Да нет. Ну, Соловьева слушаете? Ты что, не знаешь, что происходит? Соловьева слушаете? Я знаю, что происходит. Я слушаю всех. И тебя в том числе. То есть вы утверждаете, что российских военных, российских спецслужб, откуда взяли украинские, скажем, вы говорите, гражданская война, украинцы против украинцев воюют. Значит, на Донецке и Луганске появились в магазинах танки, «Катюши», зенитные установки, оружие и так далее. В военторге Луганска и Донецка. И граждане Украины купили и воюют за независимость. Слава, чего? Езжай в Донецк. Нет, я вам задал вопрос. И поговори с местными жителями, кто кого убивает. Что ты тут, сидя в Могилевском кафе, рассуждаешь? Я много где был. Так давай приезжай и поговори с людьми. вместе. И кто кого убивает, там тебе все расскажут. Нет. Я у вас спрашиваю. Вы сейчас утверждаете, что гражданская война. И так утверждаю. А что, конечно, гражданская война. Гражданская война – это когда граждане одной страны воюют друг с другом. Да, брат на брата, то, что происходит, отец на сына. То, что происходит в Донецке сегодня, да. То есть вы однозначно считаете, что российского следа там нет? Ну, конечно, есть, естественно, потому что Россия... Крым сам отделился, ушел под Россию, да? Ты там был не было. вообще в Севастополе? Я был и в Симферополе, и в Севастополе, и в Ялте, уже оккупированной. Я был на гастролях в Севастополе, там вообще украинской речи не бывает, там русские люди живут. Поэтому люди провели референдум за отделение, не хотели, чтобы... Господи. Мы разные позиции представляем. Да, занимайтесь театром, Александр Васильевич. Да. Занимайтесь театром, потому что... А ты не занимайся политикой, иначе будешь вот когда в очень неприятном виде. Мы не будем заниматься политикой, политика займется нами, и мы будем в очень неприятном виде. Но я человек пророссийский. Ну, я уже понял. И да. я уже меня не перебьешь никак. Я за то, что Крым был и будет российским. Да. Я вам скажу такую историю. Я был на съемках в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, и там зашел вопрос об этом. И на Майдане парней
погибающих за свободу Украины против воровского клана Януковича, не надо. подождите, стал вопрос. Их назвали фашистами. Для того, чтобы назвать фашистами, надо иметь основания. И я вцепился в драку. Я журналиста, который это сказал, избил. Возле меня, рядом со мной, были 9 морских пехотинцев российской армии. За него никто не заступился. Боевых офицеров было. Я в Санкт-Петербурге на территории России бил морду российскому журналисту. И ни один не заступился за него. Вот вам это говорит, что... А ты видел в Одессе, в этом доме, где сжигали людей живьем, беременную женщину обуглившую? Боже мой, вы действительно интернет-зависимый человек, который... Слушай, а ты что, этого не видел? Да я много где был для того, чтобы видеть. Есть вещи, есть всегда две стороны. Надо изучать вопрос. Ладно, Александр Алексеевич, надо изучать вопрос. Мы с тобой на разных позициях, я понимаю. Ты Нет, за Украину, я за Россию. А я еще и за Беларусь. Слушай, я тоже белорус. Да. И дай бог, что в Беларуси нету второго Майдана. Дай бог. А что, был было. первый? Ну, не дай бог. Майдан в Украине был третий. Гражданская война в Беларуси не нужна. Я думаю, что... А что нужно, чтобы российские войска здесь были? Ну, почему российские войска? Что ты вот так перегибаешь сразу? Российские войска. Тут белорусские войска. Я служил, допустим, в армии белорусских Чем войсках. больше белорусы стремятся к независимости. Вы, Господи, какие же вы тут напичканы противоположной информацией. Вот понимаешь, вот мы живем в разных городах, ты в Могилеве, в Москве, и мы как бы Вот, так я живу в Могилеве, а вы в Москве. Живем. Ну да. Так я здесь живу как раз, мне здесь лучше видно. Ну, я еще в Украине бываю, нет, но я же а вы там ни разу не были. Нет, я там родился, там бываю. Да почему же родился? Слушай, ну я разговариваю с людьми, у меня, допустим, друзья живут по интернету, разговариваем ежедневно. Я знаю, что там творится, что происходит. Журналисты у меня там живут, знакомые, актеры, актрисы. Мы поддерживаем связь в Украине. В каких городах? В Херсоне, в Киеве. В Киеве. Да. И когда вы последний раз общались на эту тему с киевлянином? Перед тем, как приехать в Могилев. И что? Ну ничего, разговариваем. На про какую жизнь. тему? Про жизнь. Да. Ну, все, это про жизнь, и все. Ну, таких вот ортодоксов вроде тебя, что, мол, все антирусские, этого такого у них нет. Где антирусские? Ну, ты настроен против Киев России. говорит на русском языке. Ну, все да. знают и тот, и другой. Ну, да. Беларусь знает тот же самый язык. Ну, так и дальше что? Что дальше? Ну, дальше что? Ну, говори. Чего ты хочешь от меня услышать? Да не, я все услышал, я просто смотрю и первый раз, конечно, увидел так близко человека, который другого мнения придерживается. Нет, придерживайтесь, ради бога, время же покажет все. История же все расставит на места. Просто я очень жалею, я вспоминаю утреннюю запись программы с украинцами, и я бы с удовольствием вас свел. Вот не я хочу на эту тему поговорить, а я бы с удовольствием послушал, как вы общались бы именно с украинцами на эту тему, которая говорится, что гражданская война. Украинец украинцу рознь. Допустим, живущий на Западной Украине и живущий в Харьковской, в Донецкой области, это разные украинцы. Вот украинец, у которого убили ребеночка маленького, залетел снаряд и разорвал его на клочки, это один украинец. И который живет в Киеве. Война. Там идет война. Вот об этом речь. И об этом речь. Это если бы у тебя издержки войны. Если бы у тебя убили надо ребенка, или воевать, или уходить. Слушай, если бы у тебя убили надо ребенка, или воевать, или уходить. Как бы если ты живешь на оккупированной территории и по этим законам, если попадает в тебя снаряд, это издержки войны. Ой, издержки. Да. Тысячи людей погибли, издержки называются. Это война. Да. К сожалению. Вот у тебя никто не погиб, и ты, к сожалению, никто не погиб. А если война начнется, значит, надо выбирать или на той стороне, или на этой. И тогда... Не надо, чтобы люди гибли. Ну, не надо. Политика – это… Война – это поражение политики. Поражение политики. Поэтому нынешняя власть Украины виновна… Лучшая победа, когда нет войны, правильно? Значит, нынешняя власть Украины, Порошенко, виновна в том, что она развязала войну против своего народа. Порошенко виноват. Конечно. Что развязал? Конечно. Конечно. Майдан. Но мы не понимаем друг друга. Кто пришел на Майдан? На Майдан кто пришел?
Порошенко? И он тоже. Кстати, знаешь, как его фамилия настоящая? Да я знаю, как фамилия. Вайсман. Знаю. Папа его Так директор Порошенко фабрики пришел был. на Майдан и начал сжечь резину. Слушай, ты знаешь сам, как это все происходило? Там американские спецслужбы вложили миллиарды долларов в это дело. Главное, чтобы Вы отделить Украину видели от России. чеки видели, которые рассчитывались американские спецслужбы, платили, как вы говорите, ваши... Свидетели есть. Свидетели. Платили людям денег, чтобы вот выходить туда. Серьезно? Да. Блин, я пробыл 1,5 месяца на Майдане и ни одной копейки не получил. Представляете? Ну, так, тебе не повезло. Да, а всем остальным повезло. Наверное. Какой бред, боже мой. Бред, Я говорить не могу с вами сейчас. Давайте лучше об искусстве. Давай лучше у меня... прекратим наш бессмысленный спор о политике. Да. Мы не найдем. Мы вернемся с вами через время, когда Крым на блюдечке с голубой каемочкой вернут Украине, и когда Луганск и Донецк будут украинскими. Мы вернемся к этому вопросу и поговорим. И когда всеми международными уже сейчас доказано, что эта оккупация идет, и со стороны России всячески принимаются шаги, чтобы война эта сейчас там поддерживалась. Живи иллюзиями, живи. Мне нравится ваш мир, конечно. Вы абстрагировались от проблем на самом деле. Вы живете в своем мирке. И это здорово, наверное. Давайте об искусстве, Александр Васильевич. Давай об искусстве. А то мы можем прийти... Про политику вообще-то нехороший разговор. Ближайшие ваши планы творческие? Ну вот через год, возможно, поставлю спектакль в Могилевском театре для нашей публики. Это, возможно, будет пьеса Василия Ткачева, у него 70 лет. Вот. Потом у меня есть другие планы, не буду их сейчас оглашать. Вот. Но я бы с удовольствием приехал в Могилевский театр и поставил еще тут не один, не два, и, может, и больше спектаклей. А кто мешает? Ну, это театр. Сегодня одни планы, потом другие, они могут меняться. Кстати, вы с Саулюсом встречались после сдачи? Ежедневно общаемся. Ну, что он говорит про ваш спектакль? Ну, у него какие-то свои представления о жизни. Во-первых... как у меня. Ну да. И у вас. Но у меня... Я человек светлый, меня к свету тянет. Он больше, так сказать, ко тьме. Проблем там, смерти, трупы. А я хочу что-то прожить, про светлую сторону. Больше у него, да? Да. Такого негатива, кстати, вот. Ну, вот публика не нравится это вот. Что-то слишком много мрачности. А мне хочется к свету как-то народ тянуть. И я сам более светлый человек. Так от кого зависит ваше дальнейшее, ну так, скажем так, существование в этом театре как приглашенного режиссера? От директора или от главного режиссера? Нет, ну в данном случае... Художественный руководитель. В данном случае, вот через год, скорее всего, возможно, повторяю, будет спектакль по пьесе Василия Ткачева. Я надеюсь, будет интересный спектакль, такой народный, с этномузыкой. Ну, мне очень это говорит тема. Есть исполнитель главной роли, это Василий Ткачев, Василий Галец, который очень хочет сыграть белорусского народного мужика такого, знаете, который не хочет, чтобы жизнь умирала. Вот. Мне это хочется вот просвет ставить. С юмором, но про светлый какой-то день будущего. Я не заморачиваюсь насчет политики, насчет там брака. Это уже понятно. Мне понятно. Я человек православный. Вы не заморачиваетесь, да. Поэтому вы ничего и не знаете. Мне очень будет интересно на эту тему поговорить, когда вы приедете в следующий раз. Я просто не был готов с вами на эту тему разговаривать. Вы у меня землю из-под ног выбили своими вот кто-кто, а вы, есть свой плюс. Я очень близко сижу с настоящим российским ватником. У меня противоположное представление о Майдане, об Украине. Поэтому я на следующую нашу программу с вами, когда вы будете, приглашу украинцев. И мы поговорим на эту тему более с доказательством. И я подготовлюсь на эту тему. Вот. А еще лучше нам съездить туда и провести такой мини-документальный фильм, снять в Донецк? с той и с другой стороны.
Ну, езжай в Донецк, поговори с Почему женой. же? Я говорю, мы вместе, чтобы вы не говорили, что я придумал опять что-то. Мы съездим и ту, и другую сторону. С удовольствием, если будет возможность. Хорошо, мы поговорим на эту тему. Уважаемые зрители, к сожалению, наша программа подошла к концу. Я думаю, что могилевчане, обязательно приходите на этот действительно светлый спектакль «Сказки Старого Арбата». Желательно 2 раза, как я говорил, потому что 2 состава и актеры достойные и в одном и в втором составе, вы не пожалеете. Это те спектакли, на которые нужно ходить в Могилевский драматический театр. Всего хорошего, спасибо.